Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе «Безопасность превыше всего». Президент поздравил сотрудников МЧС с 10-летним юбилеем. Последний бой на горе Ахбюк. Ветераны батальона «Горец» почтили память погибших однополчан. Академия вручила сертификаты. Образовательный центр отметил своих лучших выпускников. Пресс-служба президента Республики Абхазия распространила заявление. На 5 июля запланировано проведение политического мероприятия блока оппозиционных сил. По располагаемой нами информации, в ходе этого мероприятия не исключены провокационные призывы, выдвижение заведомо невыполнимых требований, иные действия, направленные на дестабилизацию обстановки и вероятный срыв намеченного на 10 июля референдума. К этому сторонников оппозиции может подтолкнуть уверенность в неудачном для них исходе всенародного голосования, отмечается в заявлении пресс-службы президента. Президент Рауль Хаджимов выступает за цивилизованные и законные формы политической борьбы. Подписанным указом о назначении референдума гарантируются все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Призываем наших граждан не поддаваться на провокации, от кого бы они ни исходили, и заверяем их, что государством будут предприняты все необходимые законные меры для сохранения стабильности, соблюдения правопорядка и защиты конституционного строя, говорится в заявлении пресс-службы президента Абхазии. Пресс-служба МВД Республики Абхазия распространила заявление. 1 июля около 18:00 в Сухуме по улице Чалмаз возле дома номер 11 был похищен неустановленными лицами Микай Тимур Хутович. По данному факту прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело. Никаких заявлений от родных и близких похищенного в органы правопорядка не поступало. В соответствии со статьей 150 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия преступление подследственно органам прокуратуры и все следственно-оперативные мероприятия по раскрытию данного преступления возглавляет следователь прокуратуры, ведущий производство по уголовному делу. В результате слаженных и умелых действий МВД Республики преступники были вынуждены освободить предпринимателя Микая без предварительных условий и выкупа. В настоящее время продолжается проведение всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию, установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. 2 июля в 23:45 в дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение о том, что со двора дома номер 31 по улице Леона неизвестными лицами была похищена гражданка Доча Ирина Руслановна, 1980 года рождения, проживающая в этом же доме. Это уголовное дело, так же как и предыдущее, в соответствии со статьей 150 УПК Республики Абхазия, подследственным органам прокуратуры. Оба преступления были своевременно зарегистрированы в УВД по городу Сухум, и по ним направлена соответствующая информация. Органы внутренних дел не снимают с себя ответственности за раскрытие данных преступлений, проводят оперативные мероприятия, результаты которых по понятным мотивам не могут быть разглашены преждевременно, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 3 июля прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 119. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет Уголовного кодекса Республики Абхазия по факту похищения гражданки Дочи Ирины Руслановны. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора Республики Абхазия. 4 июля абхазские спасатели отмечают десятилетие со дня создания ведомства. В июле 2014 года управление было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Президент Абхазии Рауль Хаджимов поздравил сотрудников и офицерский состав МЧС с юбилейной датой. Репортаж Амрамичпа. В центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям принимали поздравления с десятилетием от президента Абхазии. Рауль Хаджимов отметил, что, рискуя жизнью, сотрудники МЧС создают условия, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Спасибо вам за то, что вы делаете свою работу, рискуя своими жизнями, создаете условия для того, чтобы люди могли бы чувствовать себя в безопасном отношении. Надеюсь на то, что у вас все-таки должно быть понимание того, что МЧС должна быть, но процессов, которые связаны с деятельностью МЧС, должны быть все-таки меньше. Хотелось бы так, чтобы было это в жизни, но, к сожалению, так не бывает. Поэтому ваша готовность к принятию участия в локализации таких сложных процессов всегда воспринимается положительно со стороны и властей, и со стороны нашего общества.
Указом президента министру по чрезвычайным ситуациям Льву Квициня присвоено очередное специальное звание генерал-майор внутренней службы. Лев Квициня поблагодарил президента и подчеркнул, что министерство и впредь будет делать все возможное по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. И в дальнейшем я очень надеюсь на поддержку, понимание, потому что очень много задач впереди. Мы вне политики, наша задача помогать, поддерживать и выполнять Конституцию Республики Абхазия. На сегодняшний день в МЧС работают около 600 сотрудников в 7 подразделениях по всем районам республики. Ежедневно на дежурство заступают порядка 30 единиц пожарно-спасательной техники. Амрамич, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба подписал указ об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан. Информация об этом опубликована на официальном сайте президента. Ветераны батальона «Горец» почтили память однополчан, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. С утра ветераны возложили цветы в парке Славы, затем выехали в Сухумский район на гору Ахбюк, где посетили место гибели своих друзей. 4 июля 1993 года. В этот день батальон «Горец» принял свой последний бой. Вертолет Ми-8 с 46 абхазскими десантниками на борту приземлился на горе Ахбюк, которая имела стратегическое значение на Шромском направлении Гуместинского фронта. С взятием этой высоты абхазская армия могла продвигаться дальше для освобождения столицы. Но на горе наших воинов ждала засада. Они попали под прямой огонь противника. Отстреливаясь, абхазские бойцы пытались выйти из вертолета и занять оборону, но не все успели. Прогремел выстрел из гранатомета. Из этого кровопролитного боя живыми вышли только 17 человек. Каждый год ветераны, участники того боя, друзья и близкие погибших приходят в парк боевой славы и возлагают цветы к могилам павших героев. Андрею Эксузян очень сложно вспоминать события 23-летней давности. Он едва подбирает слова. Два отдельных взвода так в кучу собрали, посадили на машину. Естественно, сказали, что надо вперед, и мы пошли вперед. Все. Больше нас ничего не интересовало. Если бы не он, никто нас не вытащил бы. Чачхалия Валера нас вытащил оттуда. Бойцы легендарного «Горца», проявляя беспримерное мужество и самоотверженность, сражались за свободу Апсны. Имена погибших героев, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести, навечно вписаны в историю Отечественной войны народа Абхазии. В минувшие выходные студентам частного образовательного центра «Академия» вручали сертификаты, а наиболее отличившиеся, набравшие высокие баллы, получили сертификатами и ценные подарки. Почти год, как открылся в Сухуми частный образовательный центр «Академия», и, по словам его директора Ирины Чкаду, отличительная характерность обучения – это не только курс иностранных языков, но и предоставление помощи для поступления абитуриентов в зарубежные вузы Европы и Америки. Официальная церемония вручения сертификатов образовательного центра «Академия» прошла в торжественной обстановке. Пройдя 2 этапа сложных экзаменов, 100 студентов удостоились сертификатов, в котором указывается уровень освоения изучаемого языка – английского, абхазского, турецкого или русского. В связи с тем, что Академия была создана для того, чтобы предоставлять качественный, высокий уровень образования и стремиться к международному формату, мы, собственно говоря, и решили после окончания того или иного уровня проводить экзамены сложные. Эти экзамены идут 2 дня, разбиты на 2 дня. Тестируется каждая составляющая языка. Это разговорные навыки, это аудиальное восприятие речи, это непосредственно навыки общения и письменная речь, грамматика. Поэтому вот все эти критерии, они оцениваются, потом выводится одна общая оценка, которая и присвоена сертификату. В последнее время все больше ребят из Абхазии поступают в зарубежные высшие учебные заведения.
В образовательном центре «Академия» также готовят студентов к вступительным экзаменам в вузы Европы и Америки. Мы готовим к таким экзаменам, как SAT, IELTS, TOEFL, готовим на профессиональном уровне. Единственная, конечно, проблема в том, что Абхазия не признанная республика, и поэтому мы не можем здесь фактически сдавать эти экзамены, но мы делаем все. То есть мы заводим анкету, непосредственно посылаем его в то учреждение, где хотим сдавать экзамен. Наш студент туда едет, сдает и получает через 2 недели ответы. Куэйза Куджба готовится к поступлению в университет Турции. В академии ей помогают подготовиться к международному экзамену по программе SAT. Экзамен состоит из 3 разделов – анализ текста, математика и письмо. На выполнение каждого дается ограниченное время. Куэйза Куджба продемонстрировала выполнение теста по математике. Мне хотелось бы от всей души поблагодарить Академию и своего преподавателя, потому что они действительно дают нам очень ценные знания, которые останутся у нас на всю жизнь. Спасибо вам большое. Деятельность образовательного центра «Академия» осуществляется благодаря поддержке Международного фонда АПСН. Вице-президент фонда Максим Гвинджия отметил высокий уровень владения языками учащихся центра. Вы действительно делаете очень большую работу. Это очень важно в молодости закладывать в людей любовь к креативу, любовь к языкам, любовь к другим культурам. Я думаю, это помогает развивать толерантность. И чем больше вот таких людей вы будете воспитывать, тем более многообразным и глубоким будет становиться наше общество, и наша страна будет открываться другим международным культурам. Среди студентов, обучающихся английскому языку, был объявлен конкурс. В финал вышли 10 человек. В день вручения сертификатов объявили имя победительницы. Ею стала Саида Джинджолия, которой вручили главный приз конкурса – 2-недельную образовательную поездку в Лондон. Я вообще не ожидала, что я окажусь победительницей. И хочу сказать большое спасибо Академии за предоставленную возможность, за те эмоции, которые я ощутила, находясь здесь. И, конечно же, хочу поблагодарить Ирину Руслановну, которая внесла большой вклад вообще в мое развитие. Студентка Мэри Закарян была всего в 1 балле от победы. В качестве поощрительного приза ей подарили сертификат на 6-месячное бесплатное обучение в Академии. Лучшей студентке в группе изучающих турецкий язык, репатриантке из Сирии Афре Хадид, подарили ноутбук. На сегодняшний день в образовательном центре обучают 4 языкам – абхазскому, турецкому, русскому и английскому. А с сентября планируется открытие курсов испанского и французского языков. В планах руководства Академии также открытие классов для детей дошкольного возраста с развивающей программой на английском языке. В недалекой перспективе подготовка и по школьным предметам. Амрамичба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии ввел в обращение памятные монеты из драгоценных металлов. Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты Аква, посвященной юбилею города Сухум. Памятная монета Аква из серебра 925 пробы, номинал 10 апсаров, тираж 1000 штук. Памятная монета Аква из серебра с выборочным золочением выполнена из серебра 925 пробы и золота 999 пробы. Номинал 10 апсаров, тираж 500 штук. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Под ним надпись на абхазском языке «Апсна-Абанк». Над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты 10 апсаров. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2016. В центральной части расположено рельефное изображение здания администрации города Сухум. В верхней правой части изображение шапок диаскуров, символов владетельного дома Абхазии. Во внешнем круге снизу название города на абхазском языке Аква. В верхней части возраст города 2500. Художник Руслан Габлия.
Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, ливневый дождь с грозой. Днем погода прояснится, температура воздуха ночью 20-22, днем 29-31 градус, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.